Но в Биробиджаны впервые приехал, когда мне было 6 лет. Мы приехали в гости к дедушкиной сестре, с мамой приехали. Значит, Биробиджан мне запомнился сапожником. Возле вокзала находилась будка, какая-то, да, будка, и возле нее сидел человек, который монтировал обувь и красил. У него стояли баночки с красками, такой запах нитрокраски шел, и он смешивал разные цвета, и вот мне так это понравилось. Что я запомнил? Тротуары деревянные везде, мне понравилось по ним ходить, идешь, а доски пружинят. Ну, вот это такие впечатления о Биробиджане. Второй раз, можно сказать, с Биробиджаном я познакомился в армии. Проходил конкурс художественной самодеятельности краевой, и потом в нашу часть приехали победители и лауреаты этого конкурса с концертом. Значит, тетеньки в кокошниках солдат не впечатлили, а вот когда вышел ансамбль с названием, по-моему, назывался «Счастливое детство», ну, конечно, солдатская масса оживилась. Это был биробиджанский ансамбль, по-моему, это с какого-то учебного заведения, по-моему, это было педучилище. Значит, девочки в коротеньких платьицах, в крупный горошек, банты такие крупные в горошек, и играли на детских музыкальных инструментах. Детские эти ксилофоны, балалаечки, трубочки, и их руководитель, мужчина, играл на баяне. Ну, конечно, девочки коротких юбочек, все почти брюнеточки. И вот, конечно, понравились. Акопян, рядом со мной сидел рядовой Акопян, и стонет: ах, какая хорошая девушка, какой хорошая девушка. Самая лучшая девушка – это Ереван, самый лучший. Я говорю: Акопян, успокойся, это не с Еревана, это с Биробиджана. Я говорю, Армения самая лучшая девушка. Я говорю, во-первых, это не армянские девушки, это еврейские девушки, а Биробиджан – это не Армения, как не Армения. Я говорю, не Армения, это рядом с Хабаровском. Ну, вот. А потом я, когда работал в Облучах, в школе преподавал, я приезжал несколько раз сюда в командировки, в Институт усовершенствования учителей. Ну и тогда я понял, что Биробиджан – это хороший город, женский город, много девушек. Идешь на танцплощадку, смотришь, ходят парни такими королями, важные такие, потому что даже на глаз бросается, что парней гораздо меньше, чем девушек. В парке тоже очень много. Ну и еще мне вот понравилось отношение. Значит, в кинотеатре раньше висел стенд, и там газета «Биробиджана Штерн». Не сильно я в сторону ухожу? Нет. И, значит, я смотрю, ну, я купил билет, хожу в фойе кинотеатра, и обратил внимание, что на стенде висит портрет моего отца моего друга Цветков. Он работал столяром в депо, ну, Облучинский. Это Биробиджан Штерн, это газета областная, ну, и там написали. Ну, я узнал его, уперся взглядом в эту газету, ну, и рассматриваю. Чувствую, за спиной чей-то взгляд поворачивает, стоит парень, говорит: ты что, понимаешь? Я говорю: понимаю. Он говорит: ну и что тут написано? Ну, я, понятно, узнала по фотографии. Я говорю: ну, здесь написано про какого-то Цветкова, который работает столяром в Облучинском депо. Ну, я в шутку. Да. Он тоже уперся носом в газету, что-то мычал по сокам, так удивленно меня смотрит, говорит: правда? И задает вообще гениальный вопрос: а почему я тебя раньше не видел? Я понял, что Биробиджан, оказывается, маленький город. Молодежь все друг друга знает. Я говорю: я не биробиджанский. Он говорит: а здесь что делаешь? Я говорю: приехал в институт усовершенствования учителей. Он говорит: учитель? Я говорю: учитель. Во, у меня сестра тоже ученица, будем знакомить. Вот мне вот это понравилось. Без всяких подходов, сходу: у меня сестра тоже учительница, работает учитель начальных классов, надо вас знакомить. Мне вот Биробиджан понравился. Правда, я все-таки с сестрой его не познакомился, и не знаю, я помню, парня это Фима звали. Все, больше я ничего не запомнил, потом я так с ним больше не встречался. То есть он дал адрес, но я так не пришел. Ну, женился, конечно, уже не на его сестре,